Селям алейкум, здравствуйте! Вы смотрите программу «Ачехлав», и в студии для вас работаю я, ее ведущая Эльвина Меметова. Ежегодно в начале апреля мы отмечаем День крымско-татарской журналистики. Какая она сегодня, как развивается и какие темы освещает, обсудим с главным редактором журнала «Йылдыз» Дилявером Османовым. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Дилявер ага, мы начнем с вашего издания. Журнал «Йылдыз» — это единственный в мире общественно-политический, литературно-художественный журнал именно на крымско-татарском языке. Расскажите историю его существования и развития уже в Крыму. Ну, те, кто жили еще в Узбекистане, в общем-то, наверняка помнят, какой был «Йылдыз» в Узбекистане, в Ташкенте. Он начал выходить в 1976 году. Создавался он по инициативе крымско-татарских писателей, которые искали для себя определенную площадку для публикации своих произведений литературных, так как в Крыму до войны существовали журналы крымско-татарские по литературе. Это «Эдебиат» и «Санат» было, просто «Эдебиат» было. Да? А вот такого издания в Крыму, в Узбекистане, в местах депортации не было. Конечно, выходила газета «Ленин Байрага», но вот такое издание, необходимость в таком издании была. Изначально обратились в ЦК старшее поколение, ничего не вышло, и тогда они просто рекомендовали молодым нашим начинающим творческим людям, писателям, обратиться от имени своего. И вот после этого закрутилась эта вся история с открытием журнала. Тогда среди инициаторов был уже покойный Риза Фазыл, был тогда, писал, готовил это письмо, как он мне рассказывал из его уст. Он готовил письмо, старики ознакомились с содержанием. Урия Демова была, ну, ряд писателей, которые в то время начинали только творить. Ну и вот после этого в 1976 году удалось открыть, была встреча в ЦК Компартии Узбекистана у Рашидова, и, насколько я помню, вот рассказывал об этом опять-таки Риза Фазыл, он сказал о том, что пока давайте в год 2 раза будем выпускать в виде альманаха. Ну, если у вас получится, тогда будем рассматривать периодичность более чаще. Действительно, все получилось. И в 1976 году журнал вышел, первый номер в ноябре-декабре. И вот 77, 78, 79, 2 раза в год. А с 80-го года уже журнал начал выходить 1 раз в 2 месяца. И тогда главным редактором, первым просто редактором был Черкез Али. Он работал в издательстве Гафура Гуляма. В издательстве Гафура Гуляма была редакция художественной крымско-татарской литературы. И вот на него как бы еще вот опирался и журнал, он был редактором первым. А главным редактором первым был Шамиль Алядин, наш известный классик, прозаик, который еще и в Крыму успел поработать, и в Союзе писателей. Вот. Поэтому после него уже эстафету принял наш прозаик Айдер Осман в 1985 году. На его плечи, может быть, легла самое тяжелое время переезда из Узбекистана в Крым в 1992 году. И вот уже в 1998 году, значит, он 13 лет он был главным редактором. Уже был Шакир Селим, 1998-2008 год. А уже с 2009 и по нынешний день, ну так уж получилось, что возглавил журнал я, и вот с тех пор мы работаем. Традиции журнала были заложены еще тогда. Эти традиции мы стараемся продолжать, конечно, и развивать. Какие-то новые рубрики появляются. Вообще историю журнала я его поделил на 2 периода. Это в депортации. Чем характерен этот период? Тем, что в то время свободы слова как таковой не было. Запрет слова «Крым», запрет слова «Черное море», крымские татары, вот, и все, что связано с Крымом и с крымскими татарами. Поэтому нашим писателям приходилось избегать в своем творчестве даже этих слов. То есть была цензура. Речь шла о том, чтобы крымские татары укоренились в местах депортации. Но волю народа сломить, конечно, трудно. Поэтому это был первый этап, но тогда не было экономических трудностей. То есть все было планово, все штаты были заполнены, 12 человек работало в журнале. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю. А вот второй период журнала, он приходится уже на период Крыма 1992 года.
Вот здесь уже, конечно, столкнулись с большими трудностями по размещению журнала, по его ну, штатам. То есть вот эти экономические трудности здесь стали давлеть. Но появилась другой плюс был, конечно, исчезла цензура как таковая, Советский Союз разваливался уже тогда, и уже можно было писать на более свободные темы, да, и более были писатели и пишущие люди избавились от такой жесткой цензуры. Появилась литература из диаспоры, из Турции, из Румынии, где проживают наши соотечественники. То есть журнал более-менее задышал, вот в творческом плане он задышал, конечно. Но, видите ли, вот эти трудности, они сказались и на здоровье главных редакторов. Айдер Осман трагически ушел из жизни. После него вот уже Шакир Селим в 2008 году тоже ушел. То есть журналу было не просто в Крыму обустраиваться, так же, как и всему народу. Поэтому определенные сложности были, они преодолевались, но главное, вектор движения журнала никогда не менялся, он сохранялся. Да, все-таки этот журнал – это зеркало крымско-татарской литературы, особенно современной литературы. Это площадка для молодежи, для начинающих творческих людей и для школьников. Вот мы сейчас, допустим, в нашем журнале у нас есть и рубрика такая «Окужилары жадындан», из творчества писателей, да, «Генч калемлер», юные перья, будем говорить, да, такие, это уже там школьники публикуются, такие тоже есть. Поэтому основные, конечно, рубрики, это, как и было заведено изначально нашим аксакалом писать, это рубрика «Проза», «Поэзия», публицистика, драматургия – это основные, так сказать, вот, рубрики, которые держит журнал на своих плечах. А все вот дальше это уже, вот, как я сказал, развитие журнала. То есть у нас была вот рубрика «Йылдызчык» в свое время для детей отдельно. Мы даже вот выпустили для детей вот отдельно вот такой вот «Йылдызчык». Тут дети у нас публикуются, вот разные авторы, да? Возьмем здесь, вот, допустим, это школьники, которые в крымских школах учатся и уже пробуют свое перо. То есть здесь поэзия, проза, кто что, да, на что способен, мы их отбираем, конечно, мы их всех подряд не печатаем, поэтому мы их отбираем более-менее тех, которые, ну, мы чувствуем искорку таланта, мы их даем. То есть это был вот спецпроект такой, мы в 2015 году смогли вот издать вот этих детей, которые публиковались у нас в течение там 4-5 лет. Лучше их мы отобрали и опубликовали. То есть мы видим, что в журнале много всего интересного, да? То есть мы можем сегодня уверенно сказать, что этот журнал помогает развиваться и воспитывать подрастающих крымских татар. Наша одна из целей, конечно, это является целью нашего журнала. Во-первых, вот посмотрите, не каждый может издать книгу, да? Не каждый может... Я понимаю сейчас интернет, я понимаю сейчас социальные сети, это я все понимаю. Но мы должны иметь журнал не виртуальный, а реальный все-таки. И мы в этом не открываем для себя Америку. Все журналы в национальных республиках подобного плана, как вот «Йылдыз», это и в Казани «Хазан отлары», и в Башкирии «Агыдель», и «Мингитау» в Балкарии, они все сохранились, они все выпускаются, живут полноценной, полнокровной жизнью, имеют своих подписчиков. То есть мы то же самое, и мы, хотя эти все народы имеют свои автономии, но мы лишены этой возможности, но тем не менее журнал мы храним, сохраняем его и будем дальше продолжать его выпускать. Конечно, конкуренция сейчас определенно имеется, я уже сказал, это и телевидение, и электронные средства массовой информации, но формат журнала – это формат не оперативной такой информации, не газетные материалы, а все-таки здесь это журнал, где все-таки пишут о культуре, о крымско-татарском искусстве, о литературе, литературные произведения. Это духовное наследие крымских татар, духовное будущее, если хотите, крымских татар. Поэтому у него есть своя ниша, которую он заполняет.
Конечно, нам хотелось бы, чтобы были тиражи выше. Конечно, нам хотелось бы. Однако, несмотря на то, что вот в течение лет я анализирую, в Крыму, я вам приведу пример, был такой журнал «Бригада Тавриды». Насколько я помню, какой-то год, это было 13 или 12, у него было всего 80 подписчиков. Это журнал украинских, русских и белорусских писателей. На тот период крымско-татарский журнал имел уже 1200-1500 экземпляров. Если сопоставить пропорционально численность населения вот, славянских народов, которые выпускали этот журнал, и крымских татар, то это очень большая разница. Но если сопоставить тиражи, то пропорция выглядит в нашу пользу. И сегодня вот такой журнал в Крыму, несмотря на то, что у него сейчас 800, 700-800 подписчиков, опять-таки он до сих пор является более тиражным. Нас это не устраивает. Поэтому мы стараемся, чтобы повышался тираж и использовать. Сметлсана так и будет. Да, для Верага, прежде чем мы с вами продолжим, предлагаю посмотреть нашу постоянную рубрику, которая помогает нашим телезрителям изучать родной крымско-татарский язык. Таким образом, приступая к делу во имя Аллаха, беремся за перо, чтобы служить правде и просвещению. Насколько переводчик будет отвечать своей цели, тому суд впереди, и судьей быть не нам. Именно так писал великий крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский, обращаясь к своим читателям, тогда еще первого номера газеты «Терджиман». Мерабанус урметле телесержелера. Здравствуйте, дорогие телезрители! В сегодняшнем выпуске «Анатоля» мы поговорим о становлении крымско-татарской журналистики и, конечно, выучим новые слова на крымско-татарском языке. Именно 10 апреля 1883 года великим просветителем и общественным деятелем Исмаилом Гаспринским был выпущен первый номер литературно-политической газеты «Терджиман». Просветитель на крымско-татарском «Маревче», «Бальгэ Тархатаджи». «Терджиман» переводится как «переводчик», газета звучит аналогично. Поэтому с относительно недавних пор журналисты крымско-татарских СМИ отмечают свой профессиональный праздник – День крымско-татарской журналистики или Крым-татар журналистика куны. Мечту о выпуске периодического издания на крымско-татарском и на русском языках великий просветитель лелеял достаточное количество лет. Периодическое издание «Деври Нешер». Выпуск в данном контексте звучит как «сан». Часть исследователей допускает, что в название этой газеты редактор вложил национальную идею «Терджиман» – переводчик, то есть перевожу, поясняю. Соответственно, перевести «терджиме этмек» – пояснить «англатмах», «иза этмек», «ачахламах», «таберлемек». Исмаил Гаспринский был не только издателем и редактором этой газеты, но и журналистом. Он нередко привлекал читателей, ежегодно посылая им в дар книги, которые печатались в его бахчисарайской типографии. Издатель Нешерджи или Нешир, читатель Охойджи, редактор Муарир, типография Басмахане или Матбаа. Издание сыграло значительную роль в тюркском и мусульманском мире, дало толчок для пробуждения и модернизации крымско-татарской прессы и общества в целом. Итак, издание Нешир, Басхы, Басылыш, Басма, толчок Итер, Итеме, пресса, Матбуат. А мы поздравляем всех представителей крымско-татарской журналистики с такой значимой для нас датой, ведь мы должны помнить о том колоссальном влиянии, которое детище Гаспринского оказало на развитие всей нашей культуры. Ну что ж, до скорой встречи, Корюшкенджи!
Дорогие телезрители, сегодня мы говорим о крымско-татарской журналистике и общаемся с главным редактором журнала «Йылдыз» Дилявером Османовым. Дилявер ага, скажите, на какой стадии развития сегодня крымско-татарская журналистика? Крымско-татарскую журналистику нельзя рассматривать в отрыве от общих тенденций, которые существуют сегодня как в Крыму, так и за пределами Крыма. Конечно, есть определенные специфические черты, присущие крымско-татарской журналистике. В основном наша пресса, это на мой взгляд, все-таки направлена на какие-то публикации, связанные с культурой, с искусством, с традициями, с обычаями. Вот больше такого, вот, мне кажется, плана. То есть вы как раз и затрагиваете те темы, да, которые интересны сегодня? В газетах я бы хотел видеть немножко другого плана материала в крымско-татарских газетах. Но это обусловлено, знаете, чем еще? Все наши газеты выходят один раз в неделю. То есть это еженедельники. Оперативную информацию, если ты не дал через час или там сиюминутно, она устаревает тут же. Тем более при существующей конкуренции интернета. Поэтому, если мы говорим о том, чтобы выдерживать конкуренцию, конечно, такие материалы можно давать, но обязательно с комментариями и обязательно с каким-то объяснением случившегося. То есть тогда это имеет право на жизнь, как говорится. Либо надо нам делать, газеты наши выходить, не должны все в пятницу выходить или в субботу, они должны выходить в разное время, чтобы не дублировали эти новости. Да. Потом, учитывая, что долгое время не существовало подготовки журналистских кадров в Крыму, и это большая проблема всегда была, а сейчас тем более со знанием крымско-татарского языка и со знанием азов журналистики. Поэтому, да, есть кафедра, но мы смотрим за последнее время с этой кафедры журналистики, очень мало кто пришел в крымско-татарскую прессу. Я не знаю, с чем это связано. С знанием языка или отсутствием каких-то журналистских навыков. Поэтому воспитание кадров в основном ложится на редакции, которые заинтересованы в этом. Поэтому и в редакциях у нас сегодня возрастной ценз достаточно высокий. То есть уже работают люди, которые начинали когда-то давно и продолжают до сих пор работать. Это профессиональные кадры, это опора. Я вижу в этом один выход еще в чем? С тех пор, как был объявлен крымско-татарский язык государством, не знаю, насколько можно в реалии, как сказать, думать, что это действительно государственный язык, но в окружении он не звучит здесь, то есть в государственном учреждении он тоже не звучит. Но тем не менее, мое мнение было и остается однозначным. Во всех районных газетах должны быть крымско-татарские страницы. Это однозначно. Как правило, значит, там должен человек работать, который знает язык и владеет немножко журналистикой. То есть это та лаборатория, где мы могли бы тоже воспитывать своего рода кадры. Одновременно всех этих выпускающих этих страницы нужно завязать на наши газеты или Яңдунья, или Храм, или еще, это зависит от того, у кого есть желание, чтобы они были поставщиками информации с мест, чтобы не были наши газеты города Симферополя только. Поэтому и обратная связь то же самое. Из этих газет интересный материал могут печататься в русскоязычной газете на крымско-татарской странице. То есть такой взаимный обмен, он бы нам дал какой-то шанс воспитывать какие-то кадры, подтягивать, создавать штаты. То есть эту работу надо обязательно делать. Я думаю, что этот большой, так сказать, я всегда называю нашу прессу большим терджиманом теперь уже. Терджиман выходил в 1803 году, вышел 10 апреля, мы сейчас 136-летие будем праздновать, да? Поэтому тот терджиман был терджиман своего времени. Сегодня у нас есть пресса, выходящая на крымско-татарском языке и также на русском языке. Мое субъективное мнение таково, что это большой наш терджиман, и каким он будет, и какова будет его польза, зависит теперь от нас. Конечно же, при содействии ответственных за это людей, при соответствующем финансировании и желании открывать страницы на таких в газетах, к примеру, да, не везде же это делать. Я знаю, что «Слава труду» наконец-то там года два, как выходит страничка. Но я считаю,
Если 2 года выходит страница, то пора, наверное, уже подумать о том, чтобы была газета хотя бы в месяц полностью на крымстатарском и страница на русском, к примеру. вариант. То есть, да. Как развитие. Да. То есть делать это все уже, приводить в другой уже, на другой уровень выходить. И не надо опасаться, что там на крымстатарском языке. Я знаю сотни людей, которые хотят изучать не крымские татары, крымстатарский язык. Я знаю сотни людей, которые интересуются историей, литературой. Да, мы должны идти параллельно. Мне как-то задали вопрос, как вы относитесь к переходу на латиницу на одной из коллегий еще в бытность Украины. Я сказал, я нормально отношусь, но это не задача нашего журнала. Если у нас будет читатель на латинице 100%, я тут же буду выпускать на латинице. Но если я имею читателей 10%, я 10% буду выпускать. А выпускать просто на латинице, чтобы его никто не читал, а все у меня на кириллице читают, то это, наверное, было бы глупо, я говорю. Но вот со мной согласились тогда. Поэтому и на латинице можно выпускать. Сейчас современная технология позволяет быстро это, достаточно быстро делать. Для Вирага, вот тезисно, вот кратко, да, каким должен быть именно крымско-татарский журналист? Вот Ну, прежде всего, он должен быть качества. конкурентоспособным. Конкурентоспособным как журналист. Он должен владеть несколькими языками. Ну, в первую очередь, те, которые у нас сегодня окружают. Это крымско-татарский, если он крымско-татарский журналист. Он должен и русским владеть, ну, конечно, в идеале и английским, наверное, да, владеть. Он должен быть универсальным. Прошло то время, когда человек написал статью, отдал машинистке, она напечатала, и тот проверил. Это должен быть грамотный человек, в смысле языка. К сожалению, вот с крымско-татарским языком у нас тут похвалиться особо нечем. Это должен быть универсал, он должен фотографировать, он должен снимать видео, он должен уметь размещать это на сайте той же газеты и той же страницы, я не знаю, да. То есть он должен владеть набором тех инструментов, которые делают современного журналиста современным журналистом. Где этому можно научиться? Наверное, можно где-то научиться, но, скорее всего, самообразование и практика – лучшие учителя. У меня был такой главный редактор Умар Багдалов в Казани. Я у них проработал собственным корреспондентом 14 лет. И вот на одной из встреч он говорит, Дилявер, он был сопкором экономической газеты по Поволжью. Такой матерый журналист. Он говорит, Дилявер, а мне, говорит, не нужны, говорит, те, которые учились там в университете, журналисты. Дайте мне, говорит, одного грамотного десятиклассника, говорит, дайте. И я через год, говорит, из него сделал вот такого журналиста. Поэтому самообразование и практика – это самые лучшие учителя. Поэтому я призываю, кто выбрал эту профессию, не останавливаться, изучать крымско-татарский язык. Еще раз говорю, изучать крымско-татарский язык, потому что в наших газетах, в наших изданиях читатель найдет то, что он нигде в другом месте не найдет. Мы завершаем нашу программу. Чох сау за то, что пришли. Мы будем вместе с Метлса развивать нашу крымско-татарскую журналистику. Сау. Дорогие друзья, ну а мы с вами прощаемся до следующей субботы. И сейчас вас ждет наша рубрика «Мудрость ислама». Не переключайтесь. До новых встреч. Тавассуль. С арабского «искать близости», «добиваться расположения». Религиозная практика, в которой мусульманин ищет близости к Аллаху. Мусхаф – сборник написанных и собранных в одном месте листов в виде книги. Чаще всего мусхафами называют свитки Корана, записанные и собранные сразу после смерти пророка Мухаммада. Икамат – второй после азана призыв на молитву, читаемый непосредственно перед совершением обязательной молитвы. Произнесение икамата является желательным действием обязательных ежедневных молитв.